Тема у нас для бесед такая, как бы, ну, отчасти немножко философская. Тут уже излили душу некоторые, тут начали, когда беседовать, говорили на тему... Наболевшие. Да, наболевшие, да. Можете немножко просветить, сказать, что такое, ну... Ну да, русско-эстонское, как русские в Эстонии приживаются, как эстонцы к русским, у всех свои ситуации, поэтому будет интересно, мы уже все обсудили, что там на вашем фронте? Как вы видите, как это было когда-то? Ну, понимаете, у меня ситуация конкретная. Любовь. Вот любовь привела меня в Таллин. Любовь не знает границ, любовь не знает языков. Любовь, у нее свой язык. У нее свой язык. У нее свой язык, и она ведет, она тянет, она завораживает, и все уже остальное прикладывается. Но мы с Аларом, это не секрет, это уже, мне кажется, уже на каждый знает, но могу повторить. Мы с ним познакомились в Калгари на Олимпиаде. Хоть мы и были в одной сборной, тогда еще на тот момент была советская сборная, но настолько разные виды спорта, что мы, в принципе, никогда не встречались, не пересекались. И я, честно могу признаться, к моему стыду, я даже не знала, что такой вид спорта есть лыжное двоеборье. Ну, лыжи понятно, прыжки с трамплина понятно, а что какой-то вот микс такой, ну, честно, не знала. Вот. И у нас соревнования уже закончились. И, как ни странно, оказалось, что с ним работал психолог на тот момент, ну, с их сборной, которого я знала раньше, он с нами, с сборной фигурного катания работал. Рикунов, сейчас вот я подумала, фамилию помню, а имя что-то вылетело, но вспомню. Вот. И он меня подхватил, вот, Аня, давай, говорит, ты знаешь, я просто весь измотан, выжат, ты с ребятами поболтай, а я пока заряжусь. Ну, у них там свои примочки у этих психологов. Вот. Ну, так как у меня с нами прошли, вот, он меня познакомил, вот, ребята, такие-то, такие-то, вот. Ну, и, говорит, просто пообщайтесь, поболтайте, им тоже хорошо будет, потому что все уже из дома давно выехали, и уже уставшие, замученные, стресс и все такое. И я так с ними просто веду беседу, и вдруг такой вот один такой влетает, он прямо видно, что у него такое настрой спортивный, он так мимо пролетел, свою комнату, все. Владимир, я говорю, знаете, я себя не очень хорошо чувствую. Если бы я была спортсменом, меня бы, например, раздражал вот такой, который сидит здесь болтает. Я говорю, тем более, если человек соревнования там, я говорю, я пойду. Ну ладно, хорошо, ты мне помогла, я немножко отдохнула. Ну вот ушли. Прошли все соревнования. Я не знала, что он, опять-таки не знала, что он в этот день бронзовую медаль завоевал вот, в лыжном двоеборье. И вечером у нас банкет. Но на банкете все фигуристки, понятное дело, так как мы танцуем, красавицы, конечно, красавицы, сексуальные девчонки, молоденькие, с вешалки, глазки горят, все игристые. Вот, конечно, музыка заиграла, все пошли танцевать. И понятно, что фигуристы всегда жар дают на танцплощадке. То есть ни хоккеисты не могут с нами сравниться, никто. И, конечно, все это так здорово. И вдруг, вроде как это так вот ситуация оказалась, что какая-то пауза в музыке или закончилась музыка, даже не помню как. И как-то так вот я одна осталась на этой площадке. И думаю, ну ладно, пойду. А этот амфитеатр был внизу, вот так вот. И пошла наверх по трибуне. И смотрю, навстречу мне идет вот этот молодой человек, который так вот нервно влетел тогда в комнату. Зацепил нас. Ну, я заметила, все замечаешь, конечно. Вот тем более он так очень эффектный. Не русского, не российского, не советского вида, скажем так, он был. Он был сразу иностранного вида, поэтому очень это бросалось в глаза в нашей сборной. Вот, и его одежда, и его прическа, и его внешний вид, ну совершенно не русский типаж. Вот. И он меня приглашает танцевать. И что меня удивило в первый момент, что, ну как раньше танцевали, друг против друга, помните, да, эти дискотечки, вот. А тут он меня приглашает в пару, берет в пару, и он меня... Медляк. В паре он меня водит, все это, и мозг слышит, что немаловажно, потому что для меня это очень важно.
Вот, и так это здорово, и так это зацепило, но зацепило, закрутило. То есть, представляете, мы, в общем-то, всю ночь и протанцевали, проплясали. На следующее утро рано, этот был чартерный рейс с Олимпиады туда из Калгари в Москву. Ну вот всю дорогу мы общались, все это вот так вот зацепило, но и ни много ни мало, через сколько там получается, через чуть больше, чем год, я уже оказалась здесь. В день моего рождения была свадьба наша. И что я могу сказать? Я, в принципе, любопытная. Я любопытная и любознательная, мне все интересно. То есть он мне стал рассказывать про Эстонию, про все это. Я была когда-то в Таллине. Первый раз я была, мне было 3 года, нас мама возила, у меня еще 2 брата. Мы были в Таллине, здесь лазили по всем этим. Тогда еще были открытые лазы в стенах. Она у меня тоже такая любопытная. Вот. Она нас всех это протащила. Мне 3 года было, тогда старшему 6, и между нами еще 1, то есть мы подряд. Вот. И очень как сказка такая, вот, осталось впечатление. Потом я была здесь на чемпионате профсоюзов, выступала, и какие-то показательные были. То есть, Таллин всегда был какой-то, сказкой. Ну, во-первых, с границей считался, вот, и сказка. Конечно, это было интересно. Алла стала рассказывать не так много про вот эти политические вещи, но он стал рассказывать про свой народ, про свой язык, про все. Я говорю, знаешь, а я хочу, ты мне напиши сюда, я хочу знать, я хочу учить этот язык, все. И он мне это в тетрадочке написал, листа 3, наверное, с транскрипцией. Ну, я как все остальное, так и это занялась, выучила. Вот. Когда я сюда приехала, я поняла, что я не слышу ни одного этого слова, которое я выучила. Там, наверное, было не знаю, что там вообще было. На слух они по-другому были, так как я это заучила. Ну, как заучила, так заучила. Но вот у меня слух музыкальный, как говорится, чувство ритма есть, поэтому я, приехав сюда, я тогда поняла вообще, куда я попала. Я приехала, 89-й год, поющая революция. Ну, можете представить. Национальный герой берет себя в жены русскую. Но худшего поступка трудно было совершить. То есть он пошел вспять всему своему народу. То есть родители спортсмены, родители так более лояльные в том плане, что мне никто никогда плохого слова не сказал, никто никогда не тыкнул ничего, но мы спортсмены все, у нас другое объединение, у нас нет этих границ, у нас как-то, то есть я человек из большого спорта, он человек из большого спорта, понятно, что мы одного уровня и класса люди, одних представлений, одних, как говорится, амбиций и целей, то есть в этом плане мы были одного поля ягоды. И, может быть, поэтому родителям было понятно, почему он сделал такой выбор. Напротив, скажем, всячески помогали мне с языком. Его мама нашла сразу мне свою, она не однокурсница, мы в институте они вместе учились, просто она филолог. Вот, и она мне предложила с ней заниматься. А вот младший брат Аллара, ему тогда 16 лет был, но он прям 3 слова знал по-русски, и он так старался, он так прям, чтобы мне скучно, потому что Аллар всем в отъезде же был, это же спортсмен, по 20 дней на сборах, и он заскакивал на недельку, езжал это все. Но что я поняла, тот же момент, понимаете как, люди, конечно, обозлены были, как так, как он мог, и они не ему это говорили, они мне звонили, они мне писали, они мне вообще всякую гадость говорили. Даже так, да? Да, что эстонский народ ему все дал, в материальном плане тоже квартиру, машину, того, что ты приехала, все забрала. А ничего, что я приехала на своей машине, и у меня еще московская квартира своя собственная, но не говоря о всех, как говорится, когда не принято шубы носить, с комплектом шуб, бриллиантов и всего остального. Но это же никто не разбирался в этом, для них русское. Но и вот понимаете, и если бы я на это все реагировала, конечно, я бы уехала. Какого черта? Мне рады во всем мире, в любом уголке хотели бы, чтобы я приехала, либо работала там бы, либо каталась в шоу, везде. А тут такая неприязнь. Но, понимаете, видимо, это мой характер. Чем выше мне препятствия ставят, тем выше я прыгаю. Это как так? Что нужно? Язык нужно? Да ради Бога.
язык. Вот через полгода у нас первенец родился после свадьбы, то есть я уже ждала его, когда у нас была свадьба. И вот эти полгода я ходила к учительнице, когда он родился, я приклеивала листочек на коляску. И так как он очень плохо спал, он спал только вот в старом городе. На этой каменной дороге, да. Он тяжелый на 3 часа. Я за эти 3 часа свои 20 слов выучивала каждый день. Вот. И первое интервью, которое у меня взяли, это было уже в феврале, то есть через 8 месяцев после моего приезда. И я все интервью дала на эстонском. И вы вот понимаете, что меня больше всего удивило? Ну, я родилась в Москве, я выросла в этом огромном городе, все. Там никогда никого не волновало, на каком ты языке вообще говоришь. Ну, понятное дело, что если ты будешь там на чужом языке говорить, тебя никто не поймет. То есть это было нормальностью иметь язык русский. Но я увидела вот эту реакцию, то, что люди услышали, что я говорю, что я хочу учить этот язык, что я его учу, что я уже говорю. Я из врага народа вот после этой передачи превратилась в национального героя просто. Да вы слушайте, ребята, это вот это всего-то и надо было? Какая вообще ерунда? То есть вас не волнует, кто я как человек, плохой я человек, хороший человек, ну, может быть, действительно приехала, чтобы украсть его там или еще что-то. Не, вас это не волнует. Я язык выучила, и это все. Но что я могу сказать? Конечно, что мне дало? Мне дало это очень много язык. То есть я через язык я только и смогла понять этот народ, понять его культуру, понять его традиции, понять вообще быт, вот это все как происходит, понять их менталитет, мышление. Я не смогла бы здесь остаться, не поняв это. А для этого нужен язык, для этого нужно общаться с людьми. А я человек общения, я люблю общаться, и если у меня нет языка, я очень себя плохо чувствую, меня это гнетет. Та же ситуация у нас была в Норвегии, когда мы после окончания Аллар, когда он закончил спортивную карьеру в 94-м, так случилось, что мы поехали туда, в принципе, на заработки. Ну и вот та же ситуация, в принципе, аналогичная. Меня сразу подхватили в местном клубе фигурного катания, вот, и я как-то их спросила, ну и предложили, вот такие курсы есть, там, языка, все. Я говорю, да, конечно, с удовольствием пойду, мне это интересно, любопытно, все, потому что, как, ну, не знаю, как животное. Да, конечно, английский, конечно, да. И как животное, ты говорю, как это все понимаю, но ничего не могу сказать. То есть я хочу разговаривать. И я спросила у девочек этих, говорю, вы хотите, чтобы я по-английски с вами разговаривала или буду вот по одному слову использовать этот норвежский? Норвежский, мы поможем. И вот девчонки такие доброжелательные были, такие позитивные. Там, конечно, до фигурного катания так далеко было, то есть, ну, они настолько были для меня странные, что ну, совсем не тот контингент, к которому я привыкла всегда, отбор такой, подходишь, ну, такие девочки 14-летние на полголовы выше меня. В общем, но они хотели, им было интересно, мне предложили поработать, мне тоже было интересно. И вот так вот я ходила на курсы, я тут же применяла этот язык, и то есть через год я говорила на норвежском. Аллар говорил на норвежском через 2 месяца, но у него просто талант к этому. Скажем, старший наш сын, которому на тот момент было 5 лет, он пошел в садик, посидел 2 недели в углу, молча, и через 2 недели он заговорил на норвежском. Но это дети, плюс у него тоже талант. Маленький, он был совсем маленький, ему 2,5 года было. У него получилась такая смесь эсперанто, когда мы вернулись через 4 года, он говорил на всех языках сразу. У него был эстонский, норвежский, русский. Ничего страшного. Год он походил в садик здесь, потом пошел в школу, вот, в БХК. Там все привели в порядок. И никаких проблем с языками ни у кого нет. То есть мы продолжаем ими пользоваться. У меня остался, у Аллара остался, у старшего сына остался норвежский, мы им пользуемся. До сих пор по мере возможности, сколько встреч бывает. А здесь, конечно, я могу сказать, что опять-таки язык мне нужен был, мне лично нужен. Я его не выучила для кого-то, я выучила для себя. Чтобы себе хорошо было, чтобы я могла им пользоваться, чтобы никто не мог меня обидеть. Ну, скажем, обижали, поначалу обижали, когда я пошла в роддом. Ночью, на Сакола был тогда еще роддом.
Заходим, он молодой такой с квадратными глазами. А вот она его выпихнула, выкинула. Вообще обращение, что ж вы помните, какое было в советское время со всеми. А сейчас в России такое же обращение. Посадила, как она мою эту анкету увидела. А, пришла, а что в Москву не пошла? Я говорю, сейчас пойду. Пойду. Но жуткий, конечно, но я пошла с учебником эстонского языка потом. Может, я сумасшедшая, но не знаю. Ну вот мне надо было, и я это учила. Моя тетя там работала на Сакова, ее фашисткой называли. Папиного старшего брата жена была вела. И я могу сказать, как там обращение было. Когда я начала кричать, а кричать я начала, потому что, ну, извиняюсь за подробности, но у меня от того, что копчик был отбит весь, ну, от падения от всех, он не раскрывался. То есть фактически кости ломались, когда ребенок шел. И я от этой боли кричала, она пришла и шуранула просто. Молчать и все. То есть дверь закрыли, ушли. Ну вот такое было обращение. Ну что поделаешь, ну такое было в советское время во многих местах и везде оно было такое. Такая жизнь наша была советская. Поэтому я могу сказать, что у меня нет ностальгии ни по Москве, ни по этой стране, как вы догадываетесь. Скорее у меня ненависть. До сих пор и не могу избавиться от этого. Если мне говорят, как хорошо было в Советском Союзе, то я прошу назвать эти хотя бы 3 причины, почему было кому-то хорошо. У меня их причин нет. То есть прошла через огонь, воды и медные трубы везде. Как в семье, родители разведенные, кроме ужасов ничего это не вызывает у меня. Как в спорте, через ЦСКА я прошла, где срывали с ребенка коньки при всех и выкидывали, и обращались как хотели, и говорили, что хотели. Вот так же, как и на улице. Никто никого, как говорится, не любил, не хотел и хамил, как хотел. Поэтому у меня никакой ностальгии ни по России, ни по Советскому Союзу нет. Я приехала в интеллигентную, культурную страну. Да, им поначалу не понравилось, но я доказала, кто я, что я, и меня зауважали. Сейчас я даже не знаю, кому больше, как говорится, кто имеет большую популярность, Алла или я. Трудно сказать, во всяком В случае. определенных кругах точно вы. Тренер года, Да. я женщина года была, там и всякое такое, и интервью все время берут. То есть действительно я свое уважение заработала. Вы дважды были тренером года, нет? Нет, первый раз, и это единственный раз, когда женщину тренера выбрали. Вообще за 33 года это первый раз. Да. Вот. Не знаю, все эти дурацкие слова это для меня. Но вы считаете, что Эстония тоже ваша страна? Однозначно. И вы Однозначно. здесь органично Да. растворились, и эта культура тоже ваша. Да, да. А Я вы не растворилась, я ощущение обозначилась в этой стране, я себе сделала свое место в этой стране. Я создала рабочее место себе, потому что его не было. Когда мы из Норвегии вернулись, мне пообещали, что меня примут Таллинскую школу ледовых видов спорта. Но приехав сюда, уже когда я там все пришлось бросить, вот, сказали, ой, мест нет. Больше мест нет. И мы нашли людей, которые построили каток. Я создала школу фигурного катания свою частную, которая в этом году 20 лет уже. Я создала рабочие места еще 10 человекам, у которых не было этих мест. Конечно, я здесь себя чувствую дома однозначно. Ничего такого я в Москве не смогла бы сделать. Я знаю прекрасно, что меня там в Москве ждало. Опять те же самые. То есть я, честно говоря, когда закончила со спортом, я не собиралась работать тренером, потому что вот это все снова, упаси Боже. Я из интеллигентной семьи, у меня музыканты, дипломаты, архитекторы в семье. Это кошмар. Это кошмар, то есть это мне совершенно все не подходило. Хоть у меня было высшее образование тренерское, я была готова идти на другое образование, всегда мечтала быть архитектором. И я думаю, что если бы не фигурное катание, то я бы пошла бы, конечно. А как вы вообще попали в фигурное катание? То есть вас родители Нет, это мой выбор, это мой железный выбор. У меня 2 подружки были, вот мы, как ни странно, совершенно не общаемся с ними. Они на год старше обе были. И вдруг зима, ну зимы-то были действительно снежные, и лед заливали, вот в ЖЭКах везде заливали, везде эти площадки были, лужи все залили, все было, но держался лед.
И тут вдруг они приходят и говорят, а мы записались на кружок фигурного катания в Лужниках. Вот я в районе проспекта Вернадского жила. Вот им там, значит, самое ближнее, что они нашли. Вот. И тут они мне показывают, что они делают. Это все. Вот говорят любовь с первого взгляда или заворожили в секунду. То есть хочу. Мне было 6. Хочу, я хочу. Где это, что это хочу? А куда там хочу? Вы же понимаете, что купить-то негде было эти коньки. И мама фактически одна нас 3 воспитывала, она педагог по фортепиано, хотя и с 2 консерваторскими образованиями, но тем не менее платили копейки. То есть вот так вот с потолка взять коньки, во-первых, их не продавали, их негде было купить, а во-вторых, ну и денег таких не было. То есть, так как я начала умолять себе коньки, я никогда вообще ничего не просила, вообще. То есть я тот ребенок, который никогда не жаловался, никогда не плакал, никогда ничего себе не просил. И тут я вот зацепила. И она нашла мне коричневые коньки, но ощущение было, что они повсюду, я не знаю, покуда они были, но они на 2 размера больше были, вот так вот вихлялись, вот так вот. Но и я безмерно была счастлива, мне больше ничего не надо. И отвели меня, естественно, туда же, куда подружки ходили, на открытый лед, вот в Лужники, я очень хорошо помню. И заинтересовался папа. Хоть они и были в разводе, но мы еще несколько лет жили вместе, этот кошмар был в одной квартире. Но он заинтересовался, он спортсмен был бывший, легкоатлет. И вдруг ему, значит, вот то, что дочь хочет спортом заниматься, его это зацепило, потому что братья у меня не хотели этим заниматься. И он меня повел. И вот мое первое впечатление, оно таким и осталось. Вот как это, мороз и солнце, день чудесный. Солнце искрится все, вот так искрится белыми этими искорками. И запах сосисок. Сосиски были дефицитом. Вы не представляете. Вот эта открытая площадка детского городка, там внутри, где в раздевалке были, там была кафешка. Вот я до сих пор это чувствую. И вот каждую тренировку, представляете, как вот оно, вот это ощущение. Я летела на крыльях на эти тренировки. И, ну, понятное дело, что, видимо, все-таки у меня определенные данные были. Потому что если бы совсем вот коряга какая-то, то ясное дело, что ничего не получилось. И что интересное было, что это я помню тоже. Всегда хотела сделать что-то наоборот. Тренер сказала, так, те, кто хотят влево прыгать, на этот кружочек, те, кто хотят вправо прыгать, на этот кружочек. Смотрю, все туда рванули, думаю, что ж я туда пойду-то, я в эту сторону. Какая разница, в какую сторону прыгать? Типа даже какая разница, какой рукой писать. Главное, здесь никого нет, но я в эту сторону. Ну, какие-то вот эти простые прыжки, значит, ну вот там вот я в эту сторону. Не важно, что удобно, неудобно, это все неудобно, когда ноги так подламываются. Вот, а в марте лед растаял. И вот она тогда сказала тренеру моему папе, говорит, вы знаете, сходите в спортшколу в любую, покажите девочку. У нее явно данные есть, она аккуратненькая, хорошенькая, она тоненькая, она спортивная очень. Вот, покажите. Ну вот тоже папа стал предлагать, ну куда хочешь, я говорю, а что есть? Динамо, Локомотив, Трудовые резервы, там ЦСКА. Ну, хочу ЦСКА. А что вот это ЦСКА? Просто интересное слово. Понимаете? Вот, ну, это вот, ну, чисто детское такое. Всегда хотелось чего-то неизвестного, сложного, какого-то непонятного. Все время вот это же прототип такой, понимаете? Это прототип, видимо, такой, что вот, ну, экстрим какой-то сплошной. Ну, повел в ЦСКА. Я как увидела свой год рождения, они вихрем летали, они прыгали, все. Но, к счастью, он договорился, что просто на просмотр. Если вы помните, был такой Ческидов Сергей Юрьевич, комментатор на телевидении. И он в то же время он работал тренером по фигурному катанию. И вот каким-то образом он согласился меня просмотреть. Но свой этот там перекидной в полоборота я прыгнула. И он меня спрашивает, а вот такой вот одинарный прыжок ты можешь? Я говорю, меня не учили. А как это? Ну, он мне показывает, и я за ним прыгаю. Вот. А вот такой, я говорю, тоже не знаю. Я говорю, я ни одного прыжка не знаю. Он мне показывает, я за ним прыгаю. То есть зрительная хватка быстро. Он говорит, ну, хватает быстро. То есть можно попробовать, потому что эти дети уже ушли так далеко все.
И вот на птичьих правах, в принципе, приняли. В первый класс пошло у нас 45 человек. В один класс специализированный, класс вот 704 школа при ЦСКА, все одни фигуристы пошли. Во второй класс осталось 30. В третий класс 17. В четвертый класс 12. В 10 класс я закончила одна. Шел постоянный отсев. Если первый год я была 28-я, потом там... То есть, короче, за мной захлопали все время двери. Чук-чук-чук, вот это вот последнее. Вот, и где-то в 10 лет, в 4 классе произошел какой-то внутренний прорыв, внутренний. Я почувствовала, что вот я хочу, вот я... И действительно вот дальше пошло так, что действительно я в 10-м осталась одна. У нас 10 лет была, 10-летка. А вот такая, как говорится, вкратце история спортивная. И здесь однозначно, конечно. У меня здесь все, у меня здесь дом, у меня здесь дети все родились, у меня семья. Да. Можно ли сказать, что с вашим приездом в Эстонию началось фигурное катание? Вы знаете, я сама это никогда не озвучиваю, но люди говорят так. И я могу сказать, что действительно, я его вывела на другой уровень. Он здесь был, оно было здесь. Фигурное катание всегда здесь было. Ледовый холл здесь был построен к Олимпиаде. Приезжали эстонские спортсмены на спартакиаду, там занимали энные места какие-то. Он был на своем уровне, все. Но приехав сюда, и особенно, когда я создала свою школу, то есть это уже в 2001 году, вот, тогда я смогла создать в своей школе свою систему, свои, как говорится, критерии, свои зачеты, там, стимулирующие факторы, которые я знала, что ребенок не может просто ходить кататься. Ребенок любит соревноваться, его нужно подстегивать, все. Никто ни на кого не кричит, никто никого не оскорбляет, не унижает, но вот эти спортивные моменты, они очень нужны в спорте. В спорте должна быть конкуренция. Чем обостреннее конкуренция, тем выше результат. Но вы видите, что творится в России в женском одиночном катании. Одна группа тут берет, чего стоит. Внутренняя конкуренция ведет к тому, что они уже недосягаемы, в принципе, во всем мире. Вот. И что-то подобное на этом уровне я создала в своей школе. И мне повезло, что единомышленники оказались в этот момент, тоже они оказались невостребованными в старой школе, все молодые, все намного меня моложе. И они все загорелись. Мы с таким энтузиазмом включились в эту работу. Вот. И, конечно, когда уже потом была своя площадка, когда уже мы действительно ежедневно тренировались в одном месте, все вместе, что спортсмены были по уровням разбиты, и цели у всех были вот тогда, этот скачок, конечно, он произошел колоссальный в эстонском фигурном катании. В какой-то момент Лена Глебова выигрывала у российских девочек и выигрывала в одни ворота. Вот, на что мне тогда стали приглашать обратно. Я говорю, нет такого моего мотиватора, чтобы я вернулась. Но идут сейчас, да, детишки на фигурное, как вот, или уже Идут, сколько возможно, это идут. Сейчас 2 катка уже таких серьезных, много школ развелось в фигурном катании, много клубов. Идут там. Ну, сейчас вот чемпионат Европы будет 4 континента, я думаю, что это даст хорошую рекламу для фигурного катания как вида спорта. В январе. В январе, да. То есть вы уверены даже в этом, да? Что... Конечно, всегда такие мероприятия дают колоссальную рекламу. Вот когда Европа в 2010 году была, у нас 100 человек пришло набор. Обычно, где-то 20-30, а то разом повалил просто. Но сейчас это рассеется, конечно, на несколько площадок, но тем не менее, я думаю, что это должно дать такой скачок, чего мы очень хотим. И чтобы более такой спортивный народ подошел все-таки, не просто для себя, а для здоровья. Почему вы говорите, что не хватает катка, еще бы один открыть? Не хватает. Мы все загружены, как селедки в бочке, да. Потому что, если бы это была возможность такая, как в России, что кататься весь день, то я думаю, что хватило бы даже. Хотя нельзя забывать, что у нас еще и хоккей на тех же площадках. И он тоже очень сильно развивается, и очень хорошо, особенно на Тондираба хоккей, очень хорошо развивается, хорошие уже команды и все. Но у нас же днем пустует лед, у нас дети в школах.
И никто школу не пропустит ни под каким предлогом. Вот сейчас только действительно олимпийцы и те, которые на самом-самом высшем уровне, они пропускают школу по особому разрешению, и то у них все-все должно быть сдано. Не дай бог, какие-то хвосты, это все тут же заканчивается. То есть, понимаете, в России это не мыслимо, потому что с первого класса никто в школу не ходит. Все на частном преподавании, что лишь бы выбиться, лишь бы вырваться, попасть в эти спецшколы, к лучшим тренерам, где идет финансирование, где идет конкуренция, где лучшие специалисты собраны. Поэтому дети уже в 6-летнем возрасте по 5-6 часов в день катаются. У нас в 6-летнем возрасте ходят 3 раза в неделю по 50 минут кубики собирать. Так на голове водить. Понимаете? И невозможно родителей переубедить, невозможно. Это наша действительность, вот эта европейская культура, что ребенка нельзя форсировать его развитие, он должен спокойно развиваться, здоровье, все такое. Ну, поэтому мы безнадежно отстаем и никогда их не догоним. Это уже, в принципе, у них это на государственном уровне просто поставлено. У нас тут никто это не сломает, ни я не сломаю, никто это. Это менталитет людской, и просто надо принять так, как есть. Но, тем не менее, в общем-то, те ребятки, которые у нас выкатались на этот самый высший уровень, они выглядят очень симпатично. Приходите, смотрите, чемпионат Европы. У нас 2 одиночницы, очень хорошие девочки. Нина Петрыкина и Эва Латакибус. Это в январе, 12 января начнутся. Да, в Тондираба. И сын мой Орлят Леванди отобрался при жесткой конкуренции, будет представлять Эстонию на чемпионате Европы, хотя он еще совсем зеленый, молоденький, 16 только исполнилось. Но все честно отработал, честно получил. Вот танцевальная пара у нас тоже. То есть все, приходите, смотрите, это интересно. И я думаю, что вам не будет стыдно за них. Они выглядят достойно, они выглядят профессионально, они не выглядят, скажем, чайниками из провинции. Нет, они очень на хорошем уровне. Без четверных, да, ну что поделаешь. Ну, выучим когда-нибудь их. У меня немножко другой вопрос. Когда дети набираются, у вас группы отдельно русские, эстонские или Нет, смешанные? Конечно. Никогда не разделяли по языку. Спорт — это лучшая интеграция, самая лучшая интеграция. Когда был такой интеграционный проекты всякие, я говорю, вы туда деньги даете. Интеграция происходит в спорте. Эстонцы выучивают русский, а русские выучивают эстонский. Эва Лоттани, у нее все эстонцы в семье, она прекрасно говорит по-русски. Мало того, что она говорит, она выражается. Она, когда на русском телевидении давала интервью в Кафе Плюс, они просто в шоке были. Она говорит, только что до тебя были 9-классники, тот же возраст, они 2 слов связать не могли на своем родном языке. А она на чужом языке, и она свободно выражала, ну, то есть есть чего высказать. То есть язык, а нужно, чтобы у тебя что-то было в голове, чтобы можно было сказать. Да, Бога пример берет. Ну, это да. Говорунов вырастила, Глеба у меня тоже хорошо говорит. Ну, а что? Тренер в какой-то момент превращается в ментора, и они, естественно, берут примеры. Я слышу свои выражения в их речах, я вижу манеру разговора, я вижу это все. Но правильно, а как? Даже спорт не только ради медали, спорт ради того, чтобы вырастить личность сильную, закаленную, которая в жизни потом сможет большего добиться именно за счет вот этого силы, вот такой, которую мы даем через спорт. Я думаю, что это основная цель. В вашей семье язык домашний какой, эстонский или иногда проскакивает и русский? У нас очень забавная сейчас ситуация. Раньше у нас был эстонский, только эстонский, когда старшие сыновья были. А когда родился Орлят, это уже 16 лет назад, мы с мужем договорились, что я буду с ним говорить только по-русски, он будет только по-эстонски. Но мы, как говорили между собой по-эстонски, так и говорим до сих пор. Мне первый год было безумно тяжело себя контролировать, чтобы я только по-русски говорила, а потом втянулась. И я с Орлятом говорю по-русски, у него 2 родных языка, чистейших 2 родных языка. Он так ловко ими еще обращается, очень здорово.
Вот у меня Поэтому у нас знакомый, такая кто эту интересная систему семья. выбрал, идеальный вариант получается. С мамой по-русски, с папой Да, по-эстонски. С мамой Или по-русски, с наоборот. папой по-эстонски. у них- Младший? Младший, да, да. А старший? Старшие, они владеют русским, но я с ними говорю по-эстонски, потому что так пошло. Так пошло, но вы понимаете, когда когда они родились, это, вы же знаете, какая ситуация в стране была. Была антипатия к русскому, ко всему русскому, вот это все. И понятное дело, они даже стеснялись, когда я там говорила по-русски. Я чувствовала это. Ну, зачем я буду дискомфорт детям создавать? Зачем? Если я владею языком, почему я не могу по-эстонски говорить? Говорила. Сейчас они мне говорят, почему ты с нами не говорила? Я говорю, стоп. Я с вами говорила по-русски, но вы мне отвечали по-эстонски. Но какое-то время я так вроде как поговорила, а потом думаю, что я ерундой занимаюсь. Мне тоже надо эстонский выучить в конце концов. И поэтому, конечно, у меня своя была цель, тоже эгоистическая цель. Я вот на первом батоне, я на нем тренировалась, потому что, во всяком случае, его я не боялась. Вы же понимаете, это переломить вот этот языковый барьер, он очень трудно было. Я вот когда особенно, первые вот эти вот разговорные речи, я ждала Аллара, я готовила какие-то свои там предложения, какую-то такую речь, я 100 раз повторяла, мне уже потом покрывалось, мне уже все дымилось, и потом я так быстро, он, какое Я уже второй раз это не повторю. Он мне говорит, ты не переживай, потому что я не знаю, на каком языке ждать от тебя. Ты говори, ты спокойно говори. Но мне очень тяжело было. И я, конечно, вот на маленьком Андерсе я на нем тренировалась, и легко было, с детьми всегда легко. Они открытые, они чистые, ничего тебе плохого не скажут. Да. И, потом как-то вот так пошло, конечно, все втянулось. Сейчас я смотрю иногда эти интервью, как я плохо говорила. Ничего не поделаешь. Сейчас, конечно, уже свободно я владею, и мне легко на нем говорить. Я не задумываюсь, общаюсь. То есть не курсы, как сейчас говорят, дайте курсы, сама учить слова, 20 в день, классика, никто тебе не побьет в голову. Я как на льду своих спортсменов отправляю отрабатывать по миллион раз все. Я говорю, я тебе не заколдую. Я тебе только рекомендую делать это. А сделаешь ты это или нет, это зависит от тебя. Мой папа говорил, все начинается со цифры 100. Ты сделай 100 повторов, и если у тебя до сих пор этот вопрос, значит, ты недостаточно повторов сделала. Сделай еще 1000, и вопрос отпадет сам собой. Гениальная теория, я считаю. Во всем касается всего. Сделайте 100 повторов одного слова. Запомнится. Не сделалось, еще 1000 точно запомнится. И вот так во всем. Также я своих спортсменов также настраиваю, что только от вас зависит, от вашего желания, от вашего стремления, от вашего трудолюбия, насколько вы много выучите. И учитель, и тренер – это только направляющие люди. Конечно, мы все объясняем, рассказываем, как должно быть, что должно быть. Но сделать должен человек сам. Я других методов не знаю. И во всем это так. Особенно в спорте, мне кажется. Во всем, я еще раз говорю, я так языки учила. Я не такая талантливая к языкам, я упорная просто. Вот муж у меня талант. Он как принцип, что слышит, то и поет. Вот он слышал норвежский вокруг себя, и он заговорил. Когда мы с ним познакомились, у него вообще никакого акцента в русском не было. Невозможно было бы сказать, что он эстонец. Сейчас да, потому что он, негде ему, практики нет. И у него, конечно, акцент появился чисто такой вот эстонский. А раньше у него никакого акцента не было. Нам самим говорят, что у нас акцент, когда мы в Питер приезжаем. Это просто правильный язык, потому что там диалектов очень много. Диалекты разные, кто-то как где произносит. Да, здесь говорят по-другому, по-русски. Но я могу сказать, что вот последний раз я в ноябре была в Москве, я не слышу в Москве московского диалекта. Я не слышу его. Он стерся, он смешался. Там четко не слышишь. Но уж точно не московский диалект. Растягивания уже нет ни у кого. И та речь, которая там идет, еще больше удручает. А когда мне русский
русскоязычные родители, ну, что-то мы переписываемся в мессенджере, пишут. Я просто в шоке. Я говорю, это вот за это вы боретесь, вот за этот русский язык? Ну да, к сожалению, так. Безграмотность такая, что караул. Завтра едем в Москву. Ой, там Здесь. даже невероятное просто сочетание букв. Думаю, зачем вы за это боретесь? Зачем? Что вам это дает? Если вы хотите иметь русский язык, я хотела, чтобы мой сын имел русский язык. Он его имеет. Он его имеет. Он его свободный, он на нем читает, он на нем пишет, и он на нем прекрасно говорит. Но он же учился в эстонской школе. Вот он учится до сих пор Да, в эстонской школе. Тогда занятия еще дополнительные? Ни в коем случае, у меня никаких дополнительных педагогов, занятий, ничего нет. Он в этой школе учится. У них с 3 класса русский язык. Не, ну здесь надо важно того, что у нас много, большое количество человечества, есть такая фраза, не должны. Ну, это вообще... Да, вот не должны, поэтому все. Потому что мне очень приятно, потому что, слушай, потому что вы как очень хороший пример человека, который приехал из другой страны, в эту страну ее принял сразу. Ну, как он ее принял, потому что как бы, Ну, я решила, что я хочу, я люблю этого человека, я хочу здесь жить. И решили, и прекрасно как сказали, что вы прекрасно поняли, потому что войти в эту страну нужно выучить язык. Но у нас, к сожалению, что происходит, как вот здесь русскоговорящие, люди, которые родились здесь, прожили здесь 30 лет, прожили 40 лет, прожили 50 лет, не удосужились выучить эстонский язык. Все дело в желании. Было бы Конечно, желание. желание. Когда есть желание, сделаешь все что хочешь делаешь. И надо понимать, ради чего. Жить глухонемым. А что можно добиться, если ты глухонемой? Что? Ты можешь эту физику, химию, там, не знаю, что-то чего учить, педагогов брать. Там. Меня вот это убивает, знаете, что меня что убивает? У меня же разные язычные спортсмены. Вот ни один эстоноязычный спортсмен не ходит к этим дополнительным педагогам. Ни один. Ну, в смысле, на математику, химию эти. Эстонский, английский. А, Английский, языки. так модно изучать английский. Они двух слов связать не могут. Эстонцы все ходят в школу, в общеобразовательную, и говорят свободно говорят на английском. Они двух слов связать не могут. Они ходят на дополнительный русский, на дополнительный эстонский, на дополнительный английский, на математику. Дети замучены, вытрясены, у них глаза уже вот так. Я говорю, они когда дышат, когда отдыхают, плюс тренировки, плюс все остальное. Зачем вы это делаете? Отдайте в эстонскую школу, вас там всему выучат. Совершенно спокойно. У меня 3 детей эту школу закончили, ну, хорошо, 2 закончили, 1 еще вот учится. 4 языка, 4. Эстонский и английский с 1 класса, с 3 класса русский, с 6 французский. Он уже говорит на французском, с 6 он сейчас 9 заканчивает. Он говорит. Про эти я уже молчу, английский у него такой же, как русский и эстонский. Зачем? Не, да, зачем этот головняк? И вы что думаете, он там вот сутками сидит дома, долбит это? Ну, я не знаю, час максимум он занимается домашним заданием. Час максимум. Я не видела, чтобы он там вот до ночи, вот кто-то сзади бы там колотил ему. Я вообще никогда туда не заглядывала. Ни к одному из них. Задали то, что задали, школа сама разбирается с этим делом, а родители не подключаются. Когда мне родители говорят, что ну, мы вот отправили в русскую школу, отдали ребенку, чтобы мы могли общаться с учителем. А зачем вам это надо? Вы пойдете, что ли, учиться? Ребенок же пойдет учиться. Вам-то что с ним общаться? Вот я, например, не сильно много общаюсь с этим, ну, с учителями. Ребенок ушел, он там учится, его там учат. Конечно, если надо, я когда это буду говорить, но особенно сейчас, вот я говорю, времена изменились, сейчас уже настолько лояльны эти все учителя стали, что, ну, не знаешь ты язык, они тебе на любом с тобой поговорят, в конце концов по-английски с тобой поговорят, если ты владеешь английским. Уже все это настолько изменилось за это время, за 30 лет, что уже еще одно поколение калечить, вот это я не понимаю. Ну, если вы настроены уезжать в Россию, ну так уезжайте. Да, вот мне вот это все. Вот так уезжайте, живите и растите детей там. Нет, вам хочется здесь, в Европе, где тихо, спокойно, хорошо, где все сказочно. Но вы почему-то, у вас такая страшная
ностальгия по России. А что вы тогда туда езжайте? Как ваш ребенок здесь будет работать, не зная государственного языка? Как? То есть вы ставите своему ребенку заранее условия, что когда заканчивает он школу, во-первых, вузы, я тоже не сильно знаю, есть вообще вузы на русском, по-моему, тоже не Платно. платно. Нет, ну там тоже нельзя, там нужно быть лицензия, но нет аккредитации, это две большие Ну вещи. и что это Это тут майнер, тебе да, даст? которые там... Время потратишь, деньги потратишь. Лицензия – это разрешение на преподавание, а аккредитация – это тот диплом, который… Будет акцептирован. Значит, он не будет акцептирован. Не будет. Что ты учишь? Значит, еще время тратишь, деньги тратишь, время. Куда ты с этой бумажкой? В Россию? И поверьте мне, извиняюсь, конечно, ну нафиг не нужны там. Вот совершенно ему не нужно. Там своего добра хватает. Если вы хотите в Америку поехать, вот в Америке вам эстонский очень пригодился. Я знаю несколько случаев, когда принимали русскоязычных молодых людей, когда они случайно в своем CV написали «владеют эстонским». Они именно из-за этого получили это рабочее место, при огромном конкурсе получили, потому что они знали вот такой специфичный язык. Редкая как бы, Маленький да, язык способность. специфичный. Мгм. Понимаете? То есть, ну как так можно детей настраивать? А что это? Знание языка, это что, проказа, что ли? Или что? Я не понимаю. По-моему, это только дополнительная сила какая-то, дополнительная возможность реализоваться в жизни. Если у тебя, ну чего, есть чем поделиться, конечно. Если... Я как раз еще сравниваю, привожу пример, что пройдя школу жука, мне все остальное было море по колено. Все вот эти звонки, письма и все остальное. Потому что после него уже все равно. Уже ничего не трогает, уже ничего не расстраивает, ничего не задевает. Это все. Потому что это действительно очень жестко было. Вот, так что это не легенды и это не наговоры. Просто кому-то сейчас хочется сделать кого-то плохим, а кого-то хорошим. Почему-то, когда Жук был еще жив и еще мог бы работать, его отовсюду уволили. И те же самые люди, которые сейчас рассказывают, как он хороший был. Он колоссальный специалист высочайшего уровня, высочайшего. Вот эта вся система судейства, которая сейчас работает в фигурном катании, это им придуманная система. Он ею пользовался, ну, вот уже 40 лет назад. И нас он так и тренировал. Вот. А люди, ну, вот использовали его еще плюс систему, ничем ему, как говорится, не отблагодарив за это, но уже поздно было. Они же его увольняли, они же его гноили, они же его травили в свое время. А сейчас они ему поют дифирамбы, потому что это выгодно сейчас. Сейчас вот вырисоваться выгодно. Как правило, его спортсмены, которые прошли вот этот огонь, воду и медные трубы, они, в общем-то, молчат. Мы знаем прекрасно, что он нам дал. Он нам дал профессионализм высочайшего уровня. Я работаю по его системе. Однозначно совершенно. Водорезова по его системе работает. Мы все работаем по его системе. Мы ему благодарны бесконечно за это. Но и у нас остались эти раны, трудно заживаемые от этих его методов. Мы их не используем, но мы систему подготовки используем. А метода нет, конечно. Что же там было, почему все имена на А? А у нас вот уже какое поколение? У Аллара родители, Агнес и Анти. И от них пошло оттуда. Он Аллар, Арго, Арти. Вот у нас Андерс, Арманд, Арлет. И вот там вот у сыновей тоже. А, сейчас у нас еще внучка Аделея тоже. Я думаю, когда Аллар с вами познакомился, узнал, что вы Анна, это был знак. Я немножко переживала, как бы мои сыновья не стали выбирать себе невесту по имени, потому что у моего старшего сына была первая его любовь Анна, а женился он на Анне. Я в ужасе думаю, не дай бог, идет отбор от имени. Но нет, они, конечно, подходят друг к другу, вот, но где-то все-таки мы их берем с первых шагов. Нам их никто не готовит. Тут берется, если ты там все тройные не прыгаешь, плюс уже подходишь к четверным, она даже не смотрит в ту сторону. Мы берем просто пупсиков. Пупсиков, они приходят, вот они проходят курсы начинающих, это буквально 3 месяца, и мы их набираем.
И вот мы их ведем. И Володя 13 лет у меня, Орлет родился там, и там я его грудью кормила прямо около бортика, и памперсы ему меняла в раздевалке. Он там, вот, и потом он ползал по этому льду, потом он встал на него, ходил, бегал, чего, то есть он на нем вырос у меня. Нам никто ничего не готовит. И также Нина Петрыкина с первых дней у своего тренера, и Саша и Миша у своего тренера с первых шагов. Понимаете, насколько они нам дорогие? Они все наши. Они дети наши. А ваши старшие дети со спортом как-то связаны? Старший сын у нас играл в футбольной команде во Флоре, но не дошел до тип спорта, немножко там у колени подвели, то есть, не смог дальше пойти. А средний сын у нас серьезно занимался теннисом и в сборной был, вот. Но сейчас уже закончил, сейчас он работает тренером по теннису. Так что все в спорте все равно. Все в спорте. Все в спорте, все в спорте. Мы совсем без спорта не можем жить. Все-таки мы в спорте. Спорт это, как бы спортивный образ жизни. А И двигаемся. хобби? Спорт это жизнь, а хобби? Да, и хобби тоже. И хобби, да? Все в одном. И жизнь, и хобби, и работа. Все, да. А всей семьей вот собираетесь, есть какие-то праздники? Да, конечно, сейчас Рождество будет. Нас уже 21, Леванди. Вот вы в самом начале, когда про тренера года говорили, что впервые, да, женщина за столько лет получила. Вы же были первые, кто получили серебряную медаль в одиночном фигурном катании в истории советского фигурного катания. Да? Сначала я хотела спросить, вот как? Когда вы рассказали свою историю, вопрос отпал. Все, вот это вот, чем выше препятствие, тем выше прыжок. Все, мы берем это в копилку, это замечательно. Вот вопрос, что следующее? Может быть, мечта? Не знаю, мне нравится моя работа в принципе. Вот ежедневное то, что я делаю, мне это действительно нравится. И я это делаю с удовольствием и увлеченно. И все время мои мысли крутятся вокруг этого. У меня, помимо вот этих двух спортсменов, у меня еще есть юниорка, вот Амалия Зеленяк. И есть очень перспективная девочка, ей 11 лет, и Ирина Гойдина, уже тоже со всеми тройными. И, в принципе, ее называют эстонская Трусова. Она, я думаю, будет четверные прыгать. Вот она такого плана, у нее действительно талант к этому. Плюс у меня еще 10 человек, детей, группа такого возраста 8, 9, 10. И я с удовольствием с ними со всеми работаю. То есть я руковожу школой своей, я, как говорится, много общественной всякой деятельности. Не знаю, жизнь такая достаточно увлеченная, интересная. Я люблю участвовать в жизни города, в жизни страны, в жизни общества. Мне это интересно. Скучно не должно быть. Должно быть интересно. Всегда находится что-то интересное. Я думаю, что я быстро учу все это в любом возрасте. Вдруг настанет какой-то ледниковый период. Но я могу с кем угодно быть. Честно могу с кем угодно. Двойной смысл сейчас был. Да. Ледниковый, наоборот, для вас хорошо, а вот потепление. Неважно, если вообще все отменится фигурное катание, кем угодно могу. Да? Танцы со звездами были, я до финала дошла. Хотя тоже мне как-то сказали, в таком возрасте, я говорю, в каком возрасте? Я даже не знала, в каком возрасте. Мне 46 было, я как дюймовочка была, на внешнем мне больше 20 не дашь. Че, в каком возрасте? За что? Где возраст? В паспорте, да, но все остальное. Если человек в форме, если человек натренирован, если он выглядит прекрасно, то в каком возрасте мы можем говорить? Возраст вот здесь сидит. А что касается детей наших, и внуков, то тут не надо их воспитывать. Они видят то, что мы делаем. Если мы активные, если мы, как говорится, все делаем правильно, они такие же будут, и никуда не денутся. Никуда они не денутся, они будут точно такими же. Но если родитель сам ничего не делает и говорит, жалуется, вот он не слушается, он это... А думаешь, а ты сам-то это делаешь? Ты сам, как ты какой-то пример подаешь. Я не могу, конечно, перевоспитывать родителей, потому что это нереально. Но я, в общем-то, достаточно открыто говорю об этом. Я же учу фигурному катанию не только на льду. Я учу родителей. Вы не представляете, как я много занимаюсь родителями. В России никто родителями не занимается. Им вот говорят, дверь закрыла, ушел. Я занимаюсь родителями, первые 3 года я занимаюсь родителями больше, чем с детьми. Я им объясняю, как питаться, как детям дома помогать, как вообще с ними разговаривать.
Как сделать так, чтобы они любили фигурное катание, чтобы они с удовольствием тренировкой. Вы же родители сумасшедшие. Они же так начинают наседать, у них вот эта алчность к медалям, к победам у родителей. Они уничтожают своих детей. Мне даже больше нравится, когда более такие, спокойные, равнодушные, да. Их потом проще завести, накрутить. Скажем, моя Володя, мама она вообще не появлялась на катке. Девочка очень самостоятельная, сразу была. И вот она потом загорелась и уже стала вопросы задавать, как питаться, как все. Я детям такое, как говорится, наставление на жизнь даю. Чем бы вы ни занимались, вы должны это делать максимально хорошо. Все равно, чем бы вы ни занимались. Уважайте то дело, чем вы занимаетесь, и делайте максимально хорошо. Конечно, у нас свои лимиты у каждого, возможности, таланты и все. Но делай максимально хорошо, отдавайся этому. Вот мне кажется, это очень хорошо. Тогда ребенок сам выберет, что ему надо. Я никого из них вообще никуда не направляла. Вот этот выбор, который они все сделали, это их личный выбор. И уже там они в своем выборе стараются максимально. Я думаю, что это прекрасные слова. У нас время потихоньку уже выходит, на самом деле, хорошо говорили. Можем, наверное, на этом завершить. Большое спасибо вам.